Александрина Мария. Я. Бакова Анна. Я. Калиева Гульнур. Я. Громче! Я. Зелькевич Нелли. Я. Заходим. Итак, кто приходил в гости к вашему мужу? Нелли Ивановна? Да. Я не... В вашем доме велись антисоветские разговоры? Нет. Я не помню. Как помнишь? Вы знаете, это какая-то ошибка. Нас с мужем осудили по ошибке. Я не помню. Так не должно быть. Я так не могу. Нет. Успокойся. Здесь люди. Понимаешь? И здесь люди. Мужа в 46-м забрали. Через 2 месяца за мной пришли. За что? Тихо. Творог забирай. Творог. На, перепишем дальше. Давай, выгружай. Быстрее давай! Ақсақалдар, аталар! Айналайын ағайын! Өкіметіміз мұраты... Жүріңіз біздің. Яблоки. Спасибо. Прощающимся. Куханбек, Денис. Иди ко мне. Я bu benim ballarım. Aman sen kendin verme.
И был народ с тюркским именем хазары. Это имя само по себе значит примерно то же, что и имя родственное казахов. То есть это означает кочевника, жителя степи. Хазары обеспечили славянским переселенцам, земледельцам, колонистам спокойную жизнь. И они были в этом заинтересованы, потому что славяне действительно должны были платить им дань за мир, за спокойствие, дань хлебом, а хлеб всегда был необходим кочевникам во все времена. Кочевники не могли обойтись без земледельцев, без земледельческой колонизации. Вот под эгидой хазар славяне смогли расселиться не только до Среднего Днепра, но даже и до бассейна Дона.